Несколько дней назад здесь решили выращивать деревья. Первая посадка семян твердолиственных пород на землях Назрановского лесничества проводит поздней осенью. Практически все семена, которые тут сажают, собраны в республике. Белая акация, красный дуб, ясень, липа, береза, сосна и клен сеют семена ценных пород. Лесничие от идеи открытия собственного лесопитомника в восторге, так как это значительно облегчит их работу. Здесь будет сделан хороший забор, будет облагорожено и будет у нас достаточно материала для того, чтобы мы могли делать посадки. В этом году все посадки, которые мы делали, мы приобретали материал. Материал мы приобретали в Нальчике. У нас своего питомника нет, вот поэтому мы здесь собрались и выполняем эту благородную работу, как я считаю. Заложили питомник месяц назад. Сначала расчистили площадь в 1 гектар от пней, валунов и кустарников. Далее специалисты приступили к обработке почвы. Земля будет очень большая, труднее будет сходить. 10 сантиметров достаточно, чтобы скрыть от птиц и грызунов. Землю под питомник выделили из лесного фонда Назрановского лесничества. Из этих семян вырастут двухлетние сеянцы, которые потом можно использовать в качестве посадочного материала. В дальнейшем, через 3-5 лет, этот посадочный материал, когда взойдет, мы его будем пересаживать на другие участки специально. Каждый год после 5 лет примерно мы будем выкапывать, каждый год будем сажать. По плану мы предусмотрены лесовосстановительные работы. Вот в этом году примерно мы посадили 10 гектаров акаций белые на Вариданте. Цель проекта – возобновить лесной питомник, который закрыли в регионе в 2017 году. Эта возможность за счет регионального бюджета появилась только сейчас. Кстати, это также не последняя экологическая революция, как ее называют лесничие, которую ждет республика. В Сунжинском районе там уже побольше чуть площадь. Тут у нас всего 1 гектар, там 2 гектара площади. Весной планируется провести там тоже посев. Сейчас уже чуть позже. Но в связи с этими у нас засушливая осень была. Вот чуть появилась более-менее благоприятная погода. Мы здесь провели. Но на следующий год, уже ранней весной, мы планируем там тоже провести такое же мероприятие. Какой в лесопитомнике получит урожай, судить пока рано. Все зависит от природных условий. Однако первые саженцы отсюда для озеленения других населенных пунктов вывезут уже через 3 года. Хава Газикова, Магомед Дидигов. Новости 24.